دیلم یک پاره مأوای بخارا، سرم یک کوچه سودای سمرقند. جهان پیوندی سینای بخارا، جهان دلبندی دانای سمرقند. بخارایم بخارایم بخارا، سمرقندم سمرقندم سمرقند. بخارایم بخارایم بخارا، سمرقندم سمرقندم سمرقند. Всем привет! Я нахожусь на площади Регистон города Самарканда. Я приехал из города Душанбе, и сегодня я вам очень коротко расскажу, как вам проще всего и лучше всего добраться до города Самарканда. Если вы находитесь в городе Душанбе, вам лучше всего добраться до цементного завода. Где-то находится любой житель города Душанбе, это знает и может очень быстро вас сориентировать. Вы можете как на такси, так и на трамвае, так и на автобусе туда приехать на цементный завод. Там есть такси на любой вкус, от самых маленьких машин до самых больших, которые едут как прямо до города Самарканда и Бухары, так и до границы Узбекистана, то есть граница Узбекистан-Таджикистан. Так вот, смотрите, вы приедете, закажете себе такси. До Самарканда таксисты не берут 150 самони, это ровно 1000 рублей по сегодняшнему курсу. Вот, до Бухары, по-моему, выходит 200 самони, то есть это примерно 1300 рублей. Вот. А ехать до Бухары из города Душанбе примерно 9 часов, а до Самарканда 6 часов. Вот. Мне кажется, вам лучше всего и проще всего добраться до границы, до КПП Таджикистана и Узбекистана. Почему? Потому что машинам очень долго приходится оставаться в очереди, там зарегистрироваться и проехать. Это займет очень много времени. В то время, когда если вы пешком переходите границу Таджикистана с Узбекистаном, это займет минуты примерно 10-15. И, кстати, вот с узбекской стороны есть очень много таксистов, которые за 40 самони, за 25, начиная от 25 самони до 40 самони вас довезут до прямо площади Регистон. Это считается самым центром города Самарканд. Но не забывайте, что Восток дело тонкое, вы всегда можете договариваться с таксистом по цене. Допустим, я приехал до границы Узбекистана с города Душанбе за 90 самони. То есть они там за 100 возят, да, мне так скидочку сделали на 10 самони. Так что вы можете приехать за 90 самони до границы Узбекистана и оттуда потом за 40 тысяч или 30 тысяч сомов вот, узбекских. Это примерно 30 самони. Вот. Мне кажется, это самый удобный, быстрый путь и самый интересный, потому что пока вы едете до Самарканда или до границы Узбекистана, в Таджикистане, сидя на машине, можете вдоль дороги, вдоль реки Фон, Варзоб, Зеравшанской долины посмотреть с двух сторон, как вообще выглядит природа, пейзаж таджикский, дороги, и много-много по дороге узнаете. Поэтому лучше всего вам добраться не через Регар, не через Шахритуз. Кстати, тоже есть такая возможность переехать через юг Таджикистана, там есть тоже КПП. А проще всего вам добраться через Пинджикент. Это дорога, которую я только что вам рассказал. Ну что ж, давайте начнем небольшой обзор города Самарканда. Начнем с Регистона, посмотрим, что там. Тут очень много таджиков. Вообще город Самарканд, он таджикский город, таджикским считается городом. Здесь большинство населения таджики, таджикоговорящее население, но они также и прекрасно говорят по-узбекски.
с европейских, с Америки, с России, со всех стран СНГ. И вообще в Узбекистане на самом деле туристов намного больше, чем в Таджикистане. Ну, например, в Таджикистане больше 1 миллиона, по-моему, было зафиксировано в 2018 году, а в Узбекистане больше 5 миллионов. То есть разница огромная, да? Если вы смотрели наш видеоролик в Ташкенте, тоже можете убедиться, что там группами ходят по 50-40 человек. И также вы это можете заметить здесь. Люди ходят группами, их очень много. И вот, ну, конечно, это хорошо. Значит, есть на что посмотреть. Валикум салам. Джоч Хадар Зейбост. Амин. Внутри Регистана. Выглядит вот так вот. Меня видели в Ютубе. Здравствуйте, как ваши дела? Вот, идем дальше. Здесь в свое время была вот это вот место медресе или мадраса. На таджикском языке мы говорим мадраса. Мадраса — это религиозная школа. Здесь обучали в основном ислам людей, религию ислам. И через религию познавали мир. А вот здесь внутри. Внутри выглядит вот так вот. Вау. Очень и очень и очень красиво. Что еще могу сказать? Кроме как просто вот этой красоты. Так, внутри продают различные, сами видите, вот эти вот сувенирные вещи. Начиная вот с этой стороны. И дальше идем до конца. Ну, чуть-чуть дешевле. Вот, как вы слышите сами, здесь говорят на русском языке. Так что, если вы не понимаете по-таджикски, узбекски или английски, можете воспользоваться вашим русским языком в городе Самарканде. Вот, это в основном национальные вот эти вот платья, помните? Карнай-сурнай. Вот их и одевают. Так, это вот люди вот здесь чем-то занимаются. Так, пойдемте. Дальше, скорее всего, так нельзя идти, но можете смотреть сами. Вот это у нас в Таджикистане, ребята, называется атлас или же джомай бекасап. Вот, а это джомай зардузи. Вот тот чакан, скорее всего, и в Самарканде так называется. Вот, как там, сузандузи или что-то такое. Вот, тюбетейки, то же самое, что и в Таджикистане. Смотрите, раньше вот так вот одевались. Видите? Ребята, я брал гид электронный, стоит 20 тысяч сомов узбекских. Это 20 самони, или в ваших национальных валютах, вы сами посчитайте, час. То есть в аренду это дают. Гид электронный вам рассказывает о том, что здесь было. Я вам не советую, потому что очень скучно рассказывает и вообще непонятно. Поэтому проще всего вам самим просто ходить, посмотреть, спрашивать у продавцов, что здесь было, чем здесь люди занимались. Поэтому сейчас нам нужно будет вернуться туда и сдать этот электронный гид. Germans, where are you? Nepal. Oh, not Hindustan. Not Hindustan. Not India. Not India. Там мы сказали, да, раньше был мадраса. Мадраса — это место, где преподавали в основном религиозные предметы. Вот, и обучали религию. Это сегодняшние, как исламские
что ли, университет. Давайте я вам покажу внутри вот этих комнат, как выглядит. А кожом мумкин даром? Да, конечно, мало. Мумкин, я говорю, Да, проблема. мало. Не, Больше. слабо хорошо. Хазор Ахмад. Анна, вот видите, как выглядит. Здесь очень красиво. Вот первые впечатления самые яркие. Вот смотрите сами. А что по поводу каждого из вот этих материалов могу вам сказать. Дело в том, что узбеки и таджики в многих отношениях очень близки. То есть культура, вот, традиции, обычаи, они практически одни и те же. Не только нас связывает, допустим, религия ислам, да, но и многие исторические события, которые происходили на территории Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Термез, Нишапур, да и Ташкента и всего Узбекистана. Поэтому в силу всего этого у нас сложилась схожая культура. Вот, например, вот это у нас в Таджикистане называется чакан. То же самое и в Узбекистане, но они называются Сюзане. Сюзане, Сюзандузи. Сюзандузи. То есть то же самое, То да. же самое, да. То же самое. Различные виды, значит, чакана или сюзандузи мы здесь видим. Вот, видите, да? То же самое в любое время, в любом городе Таджикистана вы можете увидеть. Вот это называется атлас. И в Узбекистане, да, в Самарканде тоже атлас. Я же говорю вам, что это разновидности атласа. Атлас, адрас. Атлас, адрас. Вот, с этого материала делают как одежду, так и курпачу. Это матрас таджикский. Вот, я вам покажу, когда-нибудь будет возможность. Тюбетейки здесь немножко отличаются. Но вот это вот она вот настоящая таджикская тюбетейка, правильно? Да, Самарканд. Самаркандская тюбетейка. Вот, Это у нас Андижан. вот это Андижан. Андижан. А инже Это Маргилан. Азруй вайош фарк мекуна, да? Да, это все по региону. Да, по регионам немножко отличается Раньше стиль. даже не спрашивали, откуда гость. Раньше Да. спрашивали по головному убору уже. А, видно, вот откуда видите, гость. раньше не спрашивали, Нет, они нет, по нет. головному убору сразу Казахский узнавали, откуда гость. Вот, например, вот эти вот священники мулла одевают, или там школьник Раньше мадрасы. старики, кто постарше, все почти. А, ну то есть вот, да, вот меня подкорректировали. Раньше все старшее поколение одевали именно вот такое, значит, как его называют? Головной убор. Головной убор, да. دلبری تاجیک همیشه با دلم نزدیک با دلم نزدیک همیشه دلبری تاجیک چراغی خانه من باش زینتی گلهای باغی خانه من باش. Здесь, видите, да, узоры какие красивые. Дарам мумкин ападжон? Бемал дарам, да? Боша, бедно. Хесион как нам иджозат мит? Боша, вот. Здесь то же самое. Здесь красивого, интересного очень много. Вот, что здесь видим? Тарелки большие, самаркандские. Да, ручной работы, они очень популярны в Таджикистане. Если вы в Таджикистане скажете «Ако табак ай Самарканд», за любую цену они покупают. Вот. Так что в Таджикистане есть особая любовь к Самарканду и Бухаре. Так что я не знаю, с чего начать. Вот они, тюбетейки, с разные, мужские и женские. В основном без значения. Как мадраса выглядит? Так что тут история очень богатая. Я хочу вас удивить вот этой частью. Медресе. Очень красиво. Вот, давайте пройдем туда один раз. Площадь. Сувениры в основном, да? Продают. Видите? Вот. Так, сейчас идем в другую сторону.
Ой, стой. Золото. Мангзра мачо. Назора. А вот здесь что-то шашмаком играет. Ну, например, давайте я спою что-нибудь под этой музыкой. Джон, Джон, гулзорам хуя верваунам. من تاجیکم تاجیک نسب آهنگ شعرم تاجیکی فخرم امامی اعظمم باشد امامی تاجیکی Так, это был небольшой обзор Регистана. Мы потихонечку, ребята, выходим. Давайте под конец еще сделаем вот так вот кружочек. Вы посмотрите на все. Мы выходим. Ladies and gentlemen, good afternoon. Where are you from? Italia. We love Italiano, macaron and everything. Okay. Where are you from, please? England. Oh, they're from England. You see? Они из Великобритании, да. Have a good trip. Школьники, школьницы приходят. Аслам, чхешмус. Приходят, тоже смотрят на эту историю. На площадь Регистана. Вот. Смотрите, ребята, как здесь красиво. Мы сейчас, друзья, идем к памятнику первого президента Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову. Здесь, как вы сами видите, много народу. Вот. Он считается на узбекском языке бринчи президент. Так, показываю вам, ребята, памятник первого президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова. После распада Советского Союза Ислам Абдуганиевич стал президентом Республики Узбекистан. Вот. И до 2018 года он был бессменным президентом Республики Узбекистан. Он сам выходец из города Самарканда. У нас гид, ее зовут Эльмира, она из города Самарканда, да? Из города Самарканда. Она здесь учится на преподавателя географии. То есть она хорошо понимает, о чем мы сейчас с вами говорим, знает. Так что она нам сегодня будет, ну так, по крайней мере, показывать, где похоронен Ислам Абдуганиевич Каримов. منم بهرام شیدای سمرقند تیزی بندم آمای بخارا منم ارزنده بابای سمرقند